В настоящий момент основная деятельность в отношении детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья направлена на раннюю помощь и помощь для дошкольников. Вопрос взросления для родителей детей с инвалидностью наиболее беспокоящий. Многие из них задаются вопросом, что будет дальше. Взросление подразумевает две стадии – профессиональное самоопределение и половое созревание ребенка. Если с вопросом о выборе профессии все более-менее, то в семье не принято говорить об отношениях ребенка с противоположным полом. В Якутии семинар для родителей на тему «Особенности взросления и полового воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» проводит психолог благотворительного фонда «Харсхал» Елизавета Зарубина. Если мы обратимся к общепринятым рекомендациям по половому просвещению, то ликбез необходимо начать чуть ли не с 3 лет. Это не значит, что в 3 года ребенку нужно знать, откуда появляются дети. Но, например, с 3 лет можно учить ребенка называть гениталии именно так, как они называются. Важно провести ликбез с точки зрения устройства тела человека, объяснить, чем тело мальчика отличается от тела девочки. И по мере взросления ребенка необходимо выдавать ему ту информацию, которая у него может проявиться интерес. И учим ребенку правила трусиков. То есть правила трусиков или правила нижнего белья. Что это такое? То есть в зоне, которая прикрыта нижним бельем, эта зона недоступна для окружающих. Желательно, чтобы ребенка мыл родитель его же пола, но если такой возможности нет, мы учим родителей максимально самостоятельно ребенка учить мыться самому в тех зонах, которые могут как-то отреагировать на прикосновение, что может напугать родителя. Мы живем в такое время, когда открыты и свободны в своем проявлении, но никогда речь заходит о половом воспитании детей. В лучшем случае родители хотят дать какую-нибудь книжку или страничку в интернете, чтобы дети сами все посмотрели и поняли. В худшем, чтобы взрослые этого не знали и дети не занимались этим вообще. Как бы взросление ни пугало, это неотъемлемая часть жизни. Дети рано или поздно вырастут и начнут исследовать себя и вести половую жизнь. Чаще всего родители детей с инвалидностью прячутся за ширмой «ему не надо», «он весь в своей болезни» и «моему ребенку это не актуально». И предпочитают отрицать половое созревание, а если есть какие-то проблемы, воспринимают это как нарушение из-за диагноза. Родители думают, что если ребенок не задает вопросов, то его эта тема не интересует. Но мы с вами знаем, что у ребенка есть доступ в интернет, и он сможет загуглить это. И потом, если в истории браузера вы увидите, что ребенок смотрел порно, или он обратился к какому-то сайту, который содержит какую-то извращенную форму о половом просвещении, то, получается, запрос уже был, просто мы, возможно, как родители вовремя на это не отреагировали. Но мы не можем точно объяснить или точно спрогнозировать, когда ребенок это будет делать, но мы можем объяснить по мере понимания ребенком этой проблемы, когда это можно делать, когда это нельзя делать. И получается, потом вы можете стать свидетелем какой-то неприятной новости, которая ввергнет вас в шок, вас как родителя. Поэтому, как говорится, если мы не можем предотвратить какую-то проблему, мы должны ее возглавить. Половое созревание относится не только к физиологическому развитию ребенка, но и к психологической готовности самого родителя. Не забывайте о том, что если вы испытываете в этом проблемы, всегда можно обратиться к специалисту.